Я теперь хочу передать слово Ахмеду Закаеву. Амнат, участники, дорогие участники, я вас всех благодарю за участие в сегодняшнем мероприятии. Действительно, как Аминат сказала, это договор о мире, подписанный 25 лет назад в Москве. Это имеет историческое значение. Я не буду повторять все, что она уже сказала о его значимости в плане как исторический документ, и не буду продолжать говорить о том, что сейчас только что Мираб нам сказал, что такое это было вообще. Я, как один из участников вот всех этих процессов, хочу вам рассказать. Я просмотрел много этих видеороликов, много прочитал, о чем, что пишут об этих событиях, которые происходили 25 лет назад. Ну, там очень многое упускается, там очень многие моменты даже вот Ельцин-центр, они исключили из этого короткого фильма, который они сделали, и он сохраняет, и он есть в сайте. Я хочу вам рассказать и ввести вас, окунуть в ту атмосферу, как и где, как это происходило, и как я это воспринимал 25 лет назад, как один из участников. И вот какая была моя оценка тем процессам, которые тогда шли. Я хочу вам прочитать небольшой отрывок из своей книги, из 53 главы, из книги «Покорить или истребить», в части договора о мире. Эта книга на английском она издана, на русском языке ее еще не публиковали, потому что я жду, пока закончатся все 3 части, которые будут изданы на английском, а после этого я издам это уже на русском языке. Вы сейчас первые, кто будете слушателями этой части на русском языке. Я думаю, это будет интересно. Амнат, если вы позволите, я прочитаю. Да, конечно. Потому что напрямую касается всех этих процессов, о чем мы сегодня говорим. 11 мая 1997 года по поручению Аслана Масхадова я вылетел в Москву для подписания протокола встречи президента ЧРИ Аслана Масхадова с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и премьер-министром Российской Федерации Виктором Черномырдиным. Меня, как всегда, сопровождал Алу Гайсумов и Саин Тазбаев. Мы остановились в президент-отеле, и там мы с Иваном Рыбкиным подписали протокол предстоящей встречи первых лиц Чечни и России. 12 мая, 10 часов утра, в аэропорту Внуково приземлился самолет с чеченской делегацией во главе с Асланом Масхадовым на борту. Согласно протоколу, самолет в аэропорту встречали мы с Иваном Рыбкиным. Когда подали трап, я поднялся на самолет и объяснил сопровождающим Масхадова, чтобы они вышли из самолета спустя минут 5 после выхода нашего президента, так как внизу у трапа стояло огромное количество журналистов. К этому событию было приковано внимание не только российской, но и мировой прессы. Несколько человек из личной охраны Масхадова уже больше недели находились в Москве во взаимодействии с соответствующими структурами России и в соответствии с инструкциями по охране первого лица государства. Они обеспечивали меры безопасности чеченского лидера и членов делегации. К 12 часам началась официальная встреча президентов 2 государств. С чеченской стороны на этой встрече присутствовали Аслан Масхадов, Маулади Удугов и я. С российской стороны Борис Ельцин, Иван Рыбкин, Борис Березовский и Валентин Юмашев, зять и руководитель администрации российского президента. Мне показалось, что после нашей последней встречи, которая состоялась почти год назад, Ельцин очень сильно изменился. За это время произошло много событий, включая президентскую гонку в России летом 1996 года и тяжелейшую операцию, которую он перенес. И это все сильно сказалось на Ельцине. Он заметно похудел, и несмотря на слой грима, наложенный на лицо, вид у него был нездоровый. Изменилось и его поведение. В нем уже не было того энергичного напора, который я запомнил по нашей прошлой встрече. На этот раз наша встреча проходила в каминном зале. После официального рукопожатия Ельцин пригласил нас к столу. Мы расселись. Перед Ельциным лежали небольшие листочки бумаги. Он взял верхний из них и начал читать. Уважаемые участники переговоров,
Позвольте приветствовать здесь, в Кремле, президента Республики Ичкерия Аслана Алиевича Масхадова. Мы здесь для того, чтобы завершить важный этап переговоров по последовательному мирному урегулированию отношений между органами власти Российской Федерации и Чеченской Республикой, снять противоречия и подписать, как мы можем называть его, мирный договор. Я обратил внимание на то, что шрифт отпечатанного текста был не особенно крупным, но Ельцин читал его без очков. И я подумал, что он, наверное, читает этот текст не первый раз, потому что он произносил предложение без запинок, очень гладко. Между тем Ельцин продолжал читать в наших силах продолжить конец противостоянию и террористическим акциям с захватом заложников. Власти Чечни должны обезопасить журналистов, людей других профессий, работающих в республике. Все захваченные заложники должны быть освобождены. Далее Ельцин сказал, что встреча с Масхадовым нацелена на то, чтобы подтвердить ранее достигнутые договоренности и соглашения, чтобы заявить о твердом намерении навсегда отказаться от применения силы или угрозы силы. Если будет достигнут результат, то все встретят это с поддержкой и облегчением. Кроме того, появится реальная возможность подписать конкретные соглашения по экономическим, социальным и другим направлениям. Также Ельцин, скажу о насильственно удерживаемых российских военнослужащих. Процесс их освобождения идет недопустимо медленно. Как президент России твердо заявляет, что мы будем считать эту проблему решенной тогда, когда заложники все до единого будут освобождены, и соответствующие власти президента республики примет уже сам решение об амнистии. Говоря об амнистии, Ельцин имел в виду российских военнопленных, которые находились на территории Чечни. Для того, чтобы передать их России, президент Масхадов должен был издать указ об амнистии. После приветственных слов Ельцина Аслан Масхадов выступил с ответной речью. Говорил он в своей обычной манере, очень мягко, вдумчиво, произнося каждое слово. Борис Николаевич, я благодарен вам за теплый прием. Я всецело поддерживаю все, что вы сказали. Все войны всегда заканчиваются мирными переговорами. Россия и Чечня тоже не стали исключением. Я очень надеюсь, что нам сегодня удастся завершить многовековое противостояние между Чечней и Россией. Не мы с вами начинали эту войну. Нам она досталась по наследству. Этот конфликт имеет свою предысторию. Да, у нас есть прошлое, хотя и кровавое, но и на нас с вами лежит историческая ответственность перед нашими народами, каким будет наше будущее. Мы обречены жить рядом, и у нас есть выбор – жить в мире и дружбе, или в войне и вражде. Я очень рад, что мы выбрали мир. И наши народы хотят от нас именно этого. И договор, который мы сегодня должны подписать, имеет огромное значение для решения всех тех проблем, о которых вы совершенно справедливо говорили в своей речи. Я глубоко убежден в том, что если мы искренне в наших намерениях установить долговременный мир между нашими народами, то в природе просто не существует противоречий, которые мы не смогли бы решить за столом переговоров. Завершая свою речь, Аслан еще раз поблагодарил всех участников переговоров, которые работали над проектом договора о мире. После этого Ельцин предложил пройтись по тексту договора. Договор был подготовлен в 2 экземплярах и на 2 языках, на чеченском и русском. Ельцин спросил у Аслана Масхадова по поводу перевода с русского на чеченский. Точен ли он? Я ведь тоже должен его подписать. И добавил, вы, Аслан Алиевич, в более выгодном положении. Вы знаете оба языка, а мне придется под ваше честное слово подписать вариант договора на чеченском языке. Конечно, это была шутка. Все присутствующие это так и восприняли. Масхадов заверил Ельцина, что тексты абсолютно идентичны, так что он может свободно подписывать и чеченскую версию. Потом Ельцин неожиданно обратился к Масхадову с предложением. Аслан Алиевич, давайте вычеркнем из преамбулы вот эту строку.
подтверждая Хасавюртовское соглашение от 31 августа 1996 года. И, не дожидаясь ответа Масхадова, Ельцин зачеркнул эту строку. Это был один из приемов, используемых на переговорах для того, чтобы застать оппонента врасплох и незаметно для них прописать для себя выгодную позицию. Тогда мы этому не придали никакого значения. Тем более Ельцин как бы аргументировал это. Зачем нам сюда вмешивать Хасавюртовское соглашение и Лебедев? Начнем все с новой страницы. Мы два президента, президент России и президент Чечни. Я тогда в этом не усмотрел никакого политического подвоха. Обсуждая позже между собой этот эпизод, мы подумали, что Ельцин вычеркнул из преамбулы упоминание о Хасавюртовском соглашении из-за неприязни к генералу Лебедеву. И только после начала Второй войны в 1999 году стал ясен политический смысл этой правки. Сохраним мы этот пункт в договоре о мире, все разговоры об отложенном статусе лишались всякого юридического смысла. Практически получалось, что Ельцин подписывал договор о мире, готовясь к новой войне. Но мы это поняли слишком поздно. Когда было закончено окончательное согласование текста, Валентин Юмашев сказал, что в соответствии с протоколом подписания документа предусмотрено в другом зале, перед телекамерой. По протоколу президенты перед подписанием договора должны были оставаться в формате 1 на 1. В сопровождении Юмашева мы все перешли в другой зал, где было предусмотрено подписание документа. Эта историческая церемония состоялась минут через 20. Договор о мире, заключенный 12 мая 1997 года, единственный документ, существующий в природе, который определяет взаимоотношения России и Чечни. Это стало чрезвычайно важным событием. И, как неоднократно подчеркивали в своих комментариях Ельцин и Масхадов, был положен конец противостоянию между Москвой и Грозным. Приведу только одно мнение насчет насчет соглашений и договоров, которые нам удалось заключить с Россией. Мнение это принадлежит известному литератору, правозащитнику и сотруднику Международного института самоуправления и самоорганизации Соединенных Штатов Америки и Германии Вадиму Белоцерковскому. Цитирую. «От выборов вернемся к концу войны, к Хасавюрту. Мы все следили за Лебедем. Патриоты России с восхищением, шовинисты, державники с возмущением, но почти не обратили внимания на еще одно чудо, сотворенное чеченцами. Какие условия мира они отстояли для себя? Какие составили емкие, продуманные тексты соглашений и ни одного лишнего для себя слова. И это в напряженнейшей обстановке, и при том, что среди чеченцев не было ни одного профессионального дипломата или юриста-международника. Тексты этих соглашений немногословные и железные, как и речь чеченцев. Я уверен, войдут в учебники дипломатии. Точка. Парадоксальным было то, что именно с момента подписания договора о мире впервые за 7-8 месяцев интенсивных обсуждений участники переговоров по-разному стали трактовать содержание и смысл этого документа. Сергей Ястребженский назвал договор о мире документом о доверии, завершившим вековое противостояние. И при этом подчеркнул, что в договоре речь не идет и не шла о том, чтобы Чечня стала субъектом международного права. Секретарь Совета Безопасности РФ Иван Рыбкин прокомментировал документ так. В договоре четко сказано, что положен конец противостоянию между Грозным и Москвой. Отныне их отношения предполагается строить в полном соответствии с нормами и принципами международного права. И это и другие положения документов вполне вписываются в Российскую Конституцию. То есть, таким образом, он подчеркивал, что этот документ не является договором между равнозначными субъектами. Министру иностранных дел РФ Евгению Примакову был на одной из пресс-конференций задан вопрос,
Документ, подписанный президентами РФ и ЧРИ, подразумевается юридическое признание ЧРИ. Что будет, если какая-нибудь страна, по примеру России, также признает независимость Чечни и установит с ней дипломатические отношения? Примаков ответил: реакция России будет такой, что она порвет свои дипломатические отношения с любой страной, которая установит дипломатические отношения с Чечней. Между тем, чеченские политики все как один говорили о том, что, подписав договор о мире в таких формулировках, Россия де-факто и де-юре признала независимость Чечни. Практически получалось, что мы, пройдя через разрушительную войну, унесшие многие тысячи человеческих жизней, искалечившую несколько поколений, вернулись к тому, с чего начали. В 1991 году Чечня точно так же считала себя независимой, а Россия считала Чечню неотъемлемой частью Российской Федерации. По сути, получалось, что мы не добились никакого продвижения, укрепления нашего суверенного статуса. Упоминания о международном праве как основы российско-чеченских взаимоотношений тоже могли толковаться двояко, поскольку в Конституции РФ было оговорено, что все внутренние отношения России выстраиваются в соответствии с международным правом. Иными словами, Россия, продекларировав в своей Конституции приоритет международного права над национальным, формально обязалась соблюдать нормы и принципы международного права в отношении всех внутрироссийских субъектов права. Идет ли речь об общественной организации, автономной республике, администрации, населенного пункта или гражданине РФ? И по российской трактовке Чечня входила в перечень этих внутрироссийских субъектов. Вот в этом и заключалось и двойные стандарты, и лицемерие, и политическая нечистоплотность российского руководства. Потому что они, заведомо зная, когда чеченская сторона отстояла именно этот пункт, они нам предлагали 28 вариантов, чтобы мы отказались от этого пункта. Мы не согласились, но в конечном итоге они уже после подписания начали трактовать именно в этом ключе то, что было подписано. Но были и отличия от состояния наших дел в довоенный и военный период. К сожалению, эти отличия были тоже не в нашу пользу. Наша послевоенная ситуация усугублялась еще и тем, что если в довоенный период и в ходе войны симпатии международного сообщества были на нашей стороне, то теперь за 7-8 месяцев перемирия в результате похищений журналистов и иностранцев на территории Чечни российской пропаганде и российским спецслужбам удалось настроить против нас всех тех, кто ранее морально поддерживали нас в нашей борьбе за свободу. Был и другой важный фактор. Сильные мира сего тоже увидели в чеченцах для себя опасность, ибо они считали, что мы создали прецедент успешного противостояния маленького народа мощной державе, претендующей на мировой статус. Дело в том, что все великие державы имеют свои собственные проблемы с народами, пытающимися получить от них независимость. И суверенная Чечня могла подать этим народам новые надежды и новые стимулы к борьбе за национальное освобождение, так как чеченцы своим героическим сопротивлением российским агрессорам развеяли миф о непобедимости великих держав. Но в тот период ни руководство Чечни, ни чеченская общественность не осознавали все эти нюансы. Я не буду продолжать дальше. Я закончу на этом отрывок из этой. Хочу добавить несколько слов. Дело в том, что это в российских традициях этого государства подписывать документы, абсолютно убежденные в том, что они не будут их соблюдать. Вот чтобы использовать вот временную ситуацию.
И поэтому то, что сегодня происходит в Украине, это не только чеченские, не только по отношению к чеченцам, и по отношению к другим народам. И этому очень хороший показатель. Война с Грузией после подписания договора о дружбе, аннексии территорий, грузинских территорий. Война с Украиной после подписания договора о дружбе, аннексии территории и открытая агрессия против этой страны. То есть, если мир сегодня не решит окончательно проблему российского шовинизма, который будоражит весь мир, который постоянно толкает в катаклизмы и войны, мировые войны. Мы свидетели тому, что все 3 мировые войны, в этих участвовала Россия. И не только участвовала, она спровоцировала все эти войны. Она подталкивала тех, кто начинали эти войны. А сегодня 3-ю мировую она персонально несет ответственность за развязанную 3-ю мировую войну и за те жертвы, которые сегодня имеются в Украине. За те все жертвы, которые последние 30 лет Россия, объявив себя демократической страной, совершила военные преступления. В Чечне, в Грузии, в Украине, в Сирии. И сегодня снова в Украине продолжается народоубийство. И поэтому я абсолютно уверен в том, что мир должен воспользоваться этой ситуацией и провести дерусификацию России. А как это будет выглядеть, в какой форме? Демонтаж государства, трансформация государства, создание нового какого-то государственного образования на месте сегодня существующей России. Я абсолютно уверен в том, что это произойдет. Россия, которую мы знали до 24 февраля 2022 года, она перестанет существовать с завершением войны в Украине. И мы будем иметь дело с другой Россией, с новой Россией. И мы с новой Россией, с другой Россией должны будем определить наши отношения на основе вот этого договора, который был подписан 12 мая. Чему мы получили подтверждение 5 лет назад в Брюсселе, когда мы провели расширенную конференцию с участием российских оппозиционеров, российских политиков, которые точно так же подтвердили, что в дальнейшем наши взаимоотношения будут и должны строиться на основе этого документа. Я благодарен вам всем за внимание. Спасибо. Всего доброго. Я закончу. Я очень извиняюсь, если я занял времени больше, чем мне было выделено, потому что мне кажется, что должно было быть интересно вот это событие, которые тогда происходили, которые я попытался донести до вас. Все, баркалам.